Единороссы и участники предварительного голосования продолжают свое знакомство с избирателями и потенциальными сторонниками. На очередной встрече присутствуют избиратели Карабулака, Сунджи и Сунджского района. Как известно, выборы пройдут в единый день голосования 9 сентября этого года. Но прежде необходимо отобрать тех, кто будет представлять партии на выборах. Эта процедура и называется предварительным голосованием. Хотел бы поблагодарить всех участников, которые здесь участвуют, наших избирателей, за возможность принять участие в этом мероприятии. Баркулда и Ариасхол, что вы нашли время, пришли, посмотрели, пообщаться с кандидатами, вот нашли время. Баркулда и Ариасхол Маснян. И нашим кандидатам, Баркул тоже, что все-таки пришли на общение с нашими избирателями для того, чтобы избиратели лучше познакомились с нашими кандидатами. 9 сентября пройдут выборы в Госдуму страны и Народное собрание республики. Отсюда и выступающие разделены на две группы. Муслим Татриев, член партии, выдвинул свою кандидатуру в качестве депутата Государственной Думы. И по традиции с трибуны кандидат рассказывает про свой трудовой путь и планы на будущее. Он имеет 3 высших образования, за период трудовой деятельности работал на различных должностях, был сотрудником правоохранительной системы, а последние несколько лет возглавляет компанию по добыче нефти «Ингушнефть». Отмечу, что я возглавил предприятие в 2020 году, в самый кризисный год для экономики нашей страны. Предприятие практически стояло на грани закрытия. Была директива компании, что с 1 августа 2020 года полностью остановить добычу. И, соответственно, весь персонал отправлялся на вынужденный простой, то есть в отпуск без оплаты. Нам удалось не только отстоять его существование и спасти коллектив от сокращения, а это более 800 работников, но и сохранить уровень добычи нефти на предприятии. Я, как и вы, хочу, чтобы наша республика развивалась. Уверен, что мой опыт будет полезен в развитии самой республики, и я оправдаю ваше доверие. А вот Джабраил Мухлоев, ректор Исламского института, хочет баллотироваться в региональное заксобрание. Во главу угла, как и полагается богослову, он ставит религиозные приоритеты и своей главной задачей видит укрепление единства среди мусульман республики. Дорогие дел то силы диек млил жо. А диек дан хостак эту хубатси. Да лохор дарфат шел ваши дизиш хлыр. Цоглыр бартылыр. Так цогу бартыл болчаны адым чогли хул. Барт ига хылч ваши шел цибизиш хылч. Цогу ячхан ишим хул. Иша хулайда. Эгер чога тагны политический диалог, Другой выдвиженец Ингисхан Аздоев умело совмещает работу преподавателя со спортивной карьерой. 4-кратный чемпион мира по карате, профессиональный боец по боям без правил, несколько лет преподает детям математику. Молодой человек уверен, что в депутатской деятельности основной акцент необходимо делать на подрастающее поколение. В целом, вот если говорить о работе, говорить о изменениях, которые должны произойти в республике, но я вижу в области образования, в первую очередь, повысить авторитет учителя все-таки. Повысить авторитет учителя, привлечь как можно больше молодых и педагогов с качественной подготовкой и профессиональной. Всего только на одной этой встрече с избирателями выступили более 20 участников предварительного голосования. Все они рассказали о своей предвыборной программе, отвечали на вопросы избирателей. А живой диалог – лучший способ показать себя и узнать мнение людей. Безусловно, общение депутатов с народом – это незыблемая часть, в принципе, как и политики, так и общества в целом. Без этого невозможна единая работа как и народа, так и страны, и невозможно развитие и наметить дальнейшие пути для развития как и народа, так и страны.
Предварительное голосование стартует 24 мая. До 29 оно будет проходить в онлайн-формате на портале госуслуг, а 30 уже в очном режиме. В голосовании участвуют более 200 кандидатов. Имена тех, кто будет баллотироваться от «Единой России», узнаем уже 1 июня. Муслим Ганиев, Асхаб Билакиев, Новости 24.